ВК. Не бойтесь. Будем вас короновать. Нормально, не тяжело? Нет. Хорошо. Сейчас я как вам установлю голову, старайтесь ее так зафиксировать и не шевелить, хорошо? Во время фиксации. Голову чуть давайте вправо, хорошо, чуть вниз. Все, отлично. Валентина Алексеевна, как многие ее ровесницы, в конце 90-х выходила на пенсию с планами. Вот теперь, наконец, пожить для себя, посмотреть мир, отлежаться на лучших пляжах. Но в какой-то момент у нее разболелась голова. Надолго. На десятилетия. Почти все пенсионные годы женщине пришлось потратить не на путешествия, а на бесконечную борьбу с болью. Иногда боль удавалось победить на время. Потому как все, что предлагала медицина Валентине, до сих пор так и не сработало на 100%. И вот сегодня день особой надежды. Валентину готовят к процедуре на уникальном аппарате. Нам сейчас вот эту раму надо будет крепить к черепу, хорошо? Мы сделаем 4 укола предварительно обезболивающих, затем будем сажать на винты данную конструкцию, хорошо? В принципе, минут 10-15 будет неприятное ощущение, чувство сдавления головы, после чего вы к этому привыкнете, хорошо? Лекарство начнет действовать. Так, сегодня вот у нас пациентка представлена с невралгией тройничного нерва, довольно такое неприятное и коварное заболевание, которое характеризуется сильными лицевыми болями. Как правило, такие пациенты болеют длительное время, сидят на сильнодействующих препаратах. Лекарство страшное, тяжелое такое, и желудок подорвался, все, весь организм ослаб. Я не кушать не могла, не спать не могла. Это же самое главное, что человек питается. Ну и все. На 40 килограмм съехала и хожу как Кощей Бессмертный. В большинстве случаев заболевание оно проявляется тем, что анатомически в структуре головного мозга происходит конфликт, скажем такое, неприятное соседство между сосудом и нервом. То есть сосуд раздражает этот нерв за счет своей пульсации, и за счет этого провоцируются боли. В основном, если пациент зачастую молодого возраста, мы, как правило, проводим оперативное вмешательство, то есть ставим так называемый тефлоновый протез между сосудом и нервом. И до 96% случаев по данной литературе это вполне достаточно помогает. Валентине за последнее десятилетие провели 3 операции. Каждая помогала меньше предыдущей. Бывало, врачи предлагали просто терпеть. У нее не получилось. Но невозможно уже жить было. Вот до того такие боли. В Национальном центре нейрохирургии Валентине Алексеевне предстоит сегодня пройти процедуру лечения на устройстве гамма-нож. Он был придуман для лечения заболеваний головного мозга шведским нейрохирургом и уже довольно давно, более 70 лет назад. Но до сих пор гамма-нож считается, если не самым, то одним из эффективнейших средств лечения патологий мозга. В первую очередь различных опухолей, конечно. Во всем мире таких установок всего около 500. Почти половина из них в США и Японии. На страны Центральной Азии и Казахстан гамма-нож пока один. Он находится в городе Астане, где спасает жизни примерно с середины 2021 года.
На нож это устройство походит мало, больше на привычный всем аппарат МРТ. Ну, здесь больше как метафора, здесь именно образное выражение. Это не значит, что он в прямом смысле режет. Здесь именно образно. Скальпелем, допустим, тоже хирург. Аналогия, что как он удаляет с помощью скальпеля, здесь с помощью гамма-излучения, с помощью источника ионизирующего излучения проводится именно удаление патологического очага. Если очень просто, то гамма-нож позволяет делать операции на головном мозге без трепанации, то есть без вскрытия черепа. Вместо скальпеля здесь ионизирующее излучение, источник которого радиоактивный кобальт, дающий гамма-излучение. В гамма-ноже внутри около 200 точек, испускающих это самое излучение. Пучки излучения от каждой точки в одиночку, проходя через здоровые ткани, не обладают повреждающим воздействием, но если эти пучки сходятся в одной точке, изоцентре, то их доза суммируется и уже набирает воздействующую на человека силу. И очень важно, чтобы изоцентры не попадали на здоровые ткани. Этим и объясняется то, почему так тщательно стараются зафиксировать голову пациента. Стереотоксическая рама, буквально прикрученная к черепу, специальная конструкция самого гамма-ножа. Все это гарантирует полную неподвижность зоны воздействия, а значит, точное попадание лучей в хорошо обдуманную мишень. Как не говори пациенту, как не проси, все равно голова она может шевелиться, где-то что-то, человек кашлянул. Гамма-нож может быть меток до доли миллиметра. Главное – дать ему точнейшие координаты и контуры патологических участков. Для этого пациенты предварительно проходят тщательное МРТ-сканирование полости черепа. Снимки нужны во всех проекциях, под разными углами. Все, теперь на МРТ. Здесь хочу сразу предупредить, так, там сильно магнитное поле, поэтому с металлом туда нельзя. Вот ваша красная линия, за нее не заступать. Если аппарата не хотите лишиться. Томограф не любит железные предметы, то есть он притягивает, поэтому создается большая опасность. Наши ассистенты, помощники обязательно их проверяют на предмет наличия металла, потому что у нас очень много сейчас проводится операций, даже если делают аортокоронарное шунтирование, есть скобы ставят. Все это они содержат в каком-то своем составе какие-то элементы металла. Поэтому используем специально вот такой прибор, который определяет на теле металл. Если присутствует, конечно, здесь сила магнитного поля, я сказал, 3 Тесла, и есть опасность того, что может этот металл нагреваться и повлиять на здоровье человека. Все как отлаженный механизм, наши коллеги уже знают, где, что, как. У нас свое время, когда мы заводим пациента, сколько времени он будет лежать. Пока сейчас пациент лежит на МРТ, мы накручиваем раму второму пациенту. В день мы выполняем примерно 3-4 операции. Вот. И преимущество в том, что в принципе вечером данный пациент может идти уже домой. Если пациент работает, то на следующий день он уже, в принципе, может выходить на работу. Да. То есть в этом плане преимуществ очень много. Нет необходимости, допустим, тратиться на реабилитацию. Когда снимки МРТ будут готовы, их анализом займется целая группа специалистов. Последнее слово, конечно, будет за нейрохирургом, но определение дозы излучения и зоны его воздействия – это всегда консилиум медицинского физика, радиолога и нейрохирурга. Врачи должны быть полностью уверены в составленном плане действий, прежде чем предложить пациенту лечь на кушетку гамма-ножа и пустить в ход невидимый радиохирургический скальпель. Здесь горячий очаг, самый основной эпицентр, да, скажем так, облучения, находится в проекции тройничного нерва. Так как зона очень такая щепетильная, очень много критических структур, мы смотрим дозовое
нагрузку, дозовое распределение по вот этим критическим структурам. То, что приемлемо для тройничного нерва, может быть неприемлемо для соседствующих структур. То есть эту дозу могут не выдержать соседние структуры. Поэтому мы формируем план таким образом, чтобы максимально, как я уже говорил, весь потенциал облучения именно формировался в проекции вот этого нерва. Подход консилиума – это, по сути, в свободной манере, да, то есть нет такого, что мы сидим за столом и обсуждаем. Мы просто в режиме реального времени обсуждаем те или иные аспекты лечения. Свободная форма консилиума не значит снижение градуса сосредоточенности. Да, гамма-нож – эффективное, редкое и очень дорогостоящее медоборудование высочайшего класса. Его появление в Казахстане – чудесное событие, но врачи предлагают и пациентам, и себе не поддаваться эйфории. Пациенты, то есть, приходят, они думают, что это абсолютно безобидный метод, но, к сожалению, стопроцентно безопасных методов лечения не существует. То, что во время операции хирург может, скажем так, повредить или нарушить с помощью скальпеля, то же самое мы можем сделать с помощью лучей. План лечения Валентины Алексеевны утвержден и загружен в компьютерную систему гамма-ножа. Остается только нажать на пару кнопок. Так, смотрите, во время процедуры вы можете шевелить руками, ногами в пределах кушетки, хорошо? Если вам станет жарко, вы можете откинуть одеяло. Если вам станет холодно, вы можете укрыться вновь. Но без лишней надобности руками голову, волосы, раму желательно не трогать. Хорошо? Теперь смотрите, если вам что-то понадобится, если что-то вы захотите, говорим громко, четко и ясно. Хорошо? Здесь есть микрофон, мы услышим. Если лечение длительное, медсестра каждые полчаса, каждый час справляется о состоянии пациента, ну, при условии, что пациент не спит. Мы подогнали кушетку под удобное положение, и, в принципе, мы можем начинать лечение. Все? Тогда можно начинать? Ну, давайте. Приятного лечения. Вот если видите, здесь зеленое, пока мы можем заходить. Так, вот сейчас мы запускаем нашу аппаратуру. Утром перед проведением процедуры каждый день наши физики проверяют готовность аппарата. То есть смотрят, двигается ли адекватно кушетка, работает ли он, работают ли все вот эти коллиматоры. И после того, как уже все параметры, дозовые нагрузки, считывание дозиметров, после того, как мы видим, что все хорошо, вот как только открыли шторки аппарата, видите, сразу загорелась красная лампа. Это говорит о том, что сейчас нам идет радиация, поэтому нам туда вход заказан. Лечение началось, пациент сам ничего не чувствует и будет лежать 50 минут. Здесь мы полностью видим информацию о лечении, сколько осталось времени, какой именно шот, в какое определенное время работает. Пациентка попросила поставить ей какую-то расслабляющую музыку, и мы можем ей поставить. Валентина, как ваши дела? Хорошо? Музыку слышно, не громко? Ага. Ну, приятного лечения, 50 минут, как мы уже указывали. Длительность процедуры лечения на гамма-ноже может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. Все зависит от сложности облучаемой патологии. Время лечения у Валентины Алексеевны относительно небольшое. Преимущество в том, что в любой момент мы можем остановить лечение без ущерба для лечения. Если пациент захотел в уборную, допустим, попить, проголодался, да, потому что это у данного пациента 50 минут. У нас были случаи, которые, сам врач, напомните, сколько максимум? 5,5, 6 часов у нас были пациенты с множественным образованием. Валентина Алексеевна процедуру выдержала без перерывов. Там и стучит, и светит, и что только там не творится. Этой бедной голове терпеть приходится. Ну что, вот, надеюсь, только надеюсь, что мне после этого легче будет. Вот да еще в такой компании. Ой, вот видите, стреляет прям как из... особенно беспокоит вот эта часть. А ухо оглохло.
Станет ли сегодняшний день для Валентины днем сбывшихся надежд, пока сказать трудно. Эффект от этой процедуры проявляется со временем. Иногда для понимания и оценки результатов требуются месяцы. По данным ВОЗ, с таким уровнем боли от патологии тройничного нерва, как у Валентины, живут в среднем от 3 до 5 человек на каждые 100 тысяч жителей планеты. В основном это женщины старше 50 лет. Гамма-нож остается одним из самых лучших способов им помочь. Хотя по численному соотношению люди с подобным диагнозом не самые первые пациенты установки гамма-нож. На первом плане у нас опухоли оболочечного характера, то есть это так называемые менингиомы. На втором месте у нас идут различные виды шваномы, то есть в основном это вестибулярные шваномы. Вот, на третьем месте у нас уверенно, скажем так, бронзу получают метастатические опухоли. Количество выявляемости метастатических опухолей по мере того, как люди узнают об установке гамма-ножа, да, сейчас у нас наплыв именно пациентов со злокачественными опухолями в процентном соотношении очень увеличился. Другие патологии, они встречаются заметно реже. Также у нас очень много сосудистых и функциональных заболеваний встречаются, то есть это артериовенозные мальформации. Также вот как сегодня первый пациент вы имели возможность наблюдать, это вот невралгия тройничного нерва. Вот. Все остальные патологии в основном в процентном соотношении, они, конечно, заметно уступают. Гамма-нож для пациентов с опухолями головного мозга одновременно и радость, и грусть. Этот аппарат подойдет не каждому онкобольному, так как предъявляет ряд требований к границам и размерам опухолей. В то же время многие из тех, кто относительно недавно был обречен на смерть из-за, к примеру, глубинно расположенных или множественных опухолей, из-за непереносимости наркоза или сопутствующих заболеваний, из-за которых не могли пойти на открытую традиционную хирургию, все эти люди с гамма-ножом получают новый и реальный шанс на жизнь. Так как гамма-нож те же самые операции проводит неинвазивно, без боли и без необходимости реабилитационного периода. Преимущество данного препарата в том, что мы можем за один раз одномоментно пролечить множество очагов. Допустим, метастатические опухоли. За один раз мы можем 10-12 опухолей сразу пролечить. То есть в этом плане это, конечно, универсально. Если проводить аналогию, это примерно провести 12 операций. Но операции это нужно будет 12 операций, 12 наркозов, 12 периодов восстановления. Вот такие пациенты, когда мы видим на контрольных снимках, мы видим, что пациент, по сути, возможно, вот приходит через 3 месяца после контроля, а у нас средний срок – это 3 месяца для злокачественных опухолей на период фоллоуапа. И когда мы видим, что, возможно, пациент, не помоги мы ему вовремя, он бы, возможно, 3 месяца не прожил, а тут мы видим, что у него идет регресс. Пациент, который раньше действительно у него была выраженная неврологическая симптоматика, и он приходит на своих ногах, в ясном сознании, с чувством таким благодарности, веселый, да, и радостный, для нас это самое лучшее. Гамма-нож – дорогостоящий медицинский аппарат. Нашему государству его покупка обошлась более чем в 1,5 миллиарда тенге. Вполне логично, что это медоборудование требует больших средств и на свое обслуживание. Поэтому для среднестатистического казахстанца цена процедуры сложилась в довольно весомые цифры – от 1,5 до почти 2 миллионов тенге. Однако гражданам страны услуга доступна и на бесплатной основе. Достаточно занять очередь на соответствующем портале. Любопытно, что в зарубежных странах цена на лечение на гамма-ноже начинается примерно с 20 тысяч евро. На этом фоне казахстанские тарифы выглядят очень привлекательными и дают хороший шанс планам сделать отечественный гамма-нож одной из точек роста медицинского туризма.